вручается вместе с сертификатом, конечно же, Хамкоевой Каде Хазмагометовне. Впервые за 14 лет Ингушетия заняла первое и второе место в межрегиональном профессиональном конкурсе родных языков. Хава Хамкоева и Диана Хамчиева – учителя ингушского языка и литературы из 11-й школы сельского поселения Инарки. Всего за несколько лет в профессии достигли значительных успехов и уверенно справляются с любыми задачами. Конечно же, мой опыт работы составляет лишь 3-й год, я работаю учителем. И участвовать на такой площадке, более серьезной, где собрались не просто там, допустим, учителя с одной республики, а каждый представитель с каждой республики СКФО, и ты понимаешь, насколько большая ответственность на тебе лежит, и на самом деле было очень волнительно даже в процессе подготовки. В состоявшемся конкурсе приняли участие 12 талантливых учителей из Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. Атмосфера мероприятия стала настоящим праздником профессионального мастерства и культурного единения, где каждый участник стремился продемонстрировать лучшие методики и творческие подходы. Первое место у нас, и второе у нас, и все нами были очень довольны, и очень радует, что не только мы сами как бы для себя уяснили, да, насколько мы хорошие педагоги, но и другие наши коллеги с других республик тоже отмечали, подходили к нам и говорили, что несмотря на то, что у нас такой малый опыт работы, мы справились хорошо. Конкурс проходил в 2 этапа. Сначала учителя заочно присылали свои работы, описание методов преподавания, разработки уроков и видео своих выступлений. А на очном этапе они давали мастер-классы и демонстрировали свои таланты. Читали стихи, пели, танцевали. Диана Хамчиева впервые вышла на такую сцену и выступила отлично. Подготовка была неплохой, но она длилась только всего лишь неделю. Но опять-таки, вот за мастер-класс я очень сильно переживала, потому что выступала не только перед членами жюри со всех делегаций, но и перед остальными коллегами из Северного Кавказа. Получила огромный опыт, узнала о различных методических разработках. Эта площадка на самом деле для меня и профессиональная, и человеческая площадка была. Если брать с профессиональной стороны, это, естественно, огромный значимый опыт. Особую роль в подготовке и сопровождении наших педагогов сыграли опытные наставники. Айшат Картоева, заслуженный учитель Российской Федерации, и Мадина Кукурхоева, главный специалист отдела национального образования Минобрнауки Ингушетии. Они знакомы с победительницами не первый день и с самого начала верили в их победу. С 5 класса эти девочки участвовали во всех региональных, международных, всероссийских форумах и конкурсах. Самое главное, они были участницами проходившего тогда, и очень ценным был этот конкурс, международный форум «Одаренные дети. Будущее России». Можно сказать, что они во всех номинациях, там было около 20 номинаций, становились победителями, обладателями гран-при. Девочки показали, что традиционная форма обучения, она тоже актуальна во все времена. Победа в конкурсе дает региону почетное право провести следующий этап у себя. И в 2026 году эстафету принимает Ингушетия. Именно здесь соберутся участники межрегионального профессионального конкурса. Мадина Богатырева, Акрам Адасхоев, Магаз 24.